Семья, брак, культура отношений и традиционные ценности. Эти темы обсуждали в Уфе на лекциях для молодежи и для педагогов. Перед слушателями выступил кандидат социологических наук, сам отец 5 детей Константин Шестаков в рамках проекта «Православный маяк» регионального отделения Союза православных женщин в Республике Башкортостан при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024» и уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольги Панчихиной. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Александрович, вот сразу начну, наверное, без всяких вступлений. Вы один из наиболее известных и таких редких в России лекторов именно по семейной направленности. А востребованы ли сейчас вот такие лекции? Ну, конечно, востребованы. Иначе бы год семьи не объявляли, если бы это не было актуально. У нас просто катастрофа в плане кризиса института семьи. Всем известно, что у нас большая часть браков распадается, к сожалению. У нас крайне низкая рождаемость. Вот в этом полугодии, в первом полугодии 2024 года мы антирекорд умудрились установить. Никогда с 1946 года прошлого века не рождалось меньше 600 тысяч детей за полгода. И вот мы поставили антирекорд. То есть с ковидных времен у нас смертность немножко сократилась, существенно сократилась, но вот рождаемость, она продолжает падать. Вот что вы говорите на своих лекциях для того, чтобы поднять рождаемость, вообще поставить все на свои места? Ну, мы не только, конечно, о рождаемости говорим, но если брать вот этот момент, а это вот в государственном масштабе задача №1, то надо понять простую вещь. Ни пропаганда, ни материальные стимулы, ни какая-то там работа психолога с человеком, ни вспомогательные репродуктивные технологии проблему не решат. Да, они в чем-то помогают, но всего лишь отчасти. Если мы не будем воспитывать нравственную личность, способную на подвиг, на поступок, на альтруизм, способную, не побоюсь этого слова, к любви, способную любить, а рождение ребенка это прежде всего проявление любви, то никакой пропагандой и пособиями мы рождаемость не поднимем. А как воспитать вот эту способность любить? Вот почему мы этим не занимаемся, потому что это самое сложное, непонятно с какой стороны подступиться к этому. А все упирается в наши традиционные ценности, которые как раз основаны на любви. Это начиная от отношений детско-родительских. Как относиться к ребенку, как его воспитывать. Как воспитывать мужчину, как воспитывать женщину, девушку, которая станет матерью. Ведь традиционная культура это быстрое взросление, ранние, но не поспешные браки и отсутствие сексуальных отношений до брака. Вот это традиционная культура. И это нельзя вырвать что-то из контекста. Когда мы говорим, например, о целомудрии, мы иногда вырываем это из контекста. А ведь контекст именно такой. Раннее взросление, быстрое взросление, не в плане все в жизни попробовать, а в плане развития эмоционального интеллекта, психологической устойчивости, обретения каких-то компетенций, навыков, умений, потому что с 5 лет дети помогают родителям. Это ответственность, это сила характера, которая к 15 годам человека делает уже взрослым. И в 16, 18, 20 он женится, и она выходит замуж. Это традиционная культура. Я сейчас не призываю в 16 лет жениться. Но это то, к чему мы должны стремиться. Быстрое взросление, ранние браки и отсутствие каких-то добрачных половых связей. Но в основе всего лежит любовь, то есть способность, умение, готовность забыть о себе и жить ради другого человека. Наше современное общество, как вы думаете, готово к этому? Вот если я понимаю, что оно было готово, а вот наше современное поколение готово воспринять эту идею? На 100% общество никогда к этому не готово, потому что это вообще уровень святости. Но к этому нужно стремиться. То есть мы должны показывать некий идеал, высоко поднимать планку, чтобы на 70, на 80% до нее добраться. То есть нельзя опускать планку в грязь, ниже плинтуса ее ронять. Что сегодня происходит? Когда нам модные психологи типа Лобковского говорят, чуть-чуть что-то пошло не так, зачем себя утруждать, зачем себя мучить, взяли, разбежались, попробовали заново. Вот мы и получаем ситуацию, когда в 35 лет 8-я сожительница становится с чего-то женой, а потом мы говорим, а почему они развелись? Потому что нет опыта любви, есть опыт потребительства в отношениях. И в 35 лет человек не может переобуться в полете и стать другим. Не говоря уже о том, что у нас к этому времени у 24% пар, это официальные данные, сформировано бесплодие. И когда появляется желание стать родителем, уже нет возможности.
Знаете, вот один вопрос. Вы читаете лекции не только перед взрослыми, но и перед детьми. Ни для кого не секрет, что на такие лекции иногда загоняют добровольно-принудительном характере. И вот как при этом раскладе вот в эти светлые головы внедрять эти светлые мысли? Потому что вот вы сейчас говорите такие действительно добрые и важные слова о том, что нужно учить любить. А как научить любить? Понятно, что без примеров здесь не обойтись. Нужны примеры из жизни. Простые бытовые примеры. Иногда я что-то даже вот из своей жизни рассказываю, иногда из жизни каких-то моих знакомых, иногда это литературные примеры какие-то, исторические примеры. Иногда это просто какие-то логические взаимосвязи, когда объясняешь элементарные вещи. То есть нужна и теория, то есть некая логика, какие-то умозаключения, но основа, конечно, это жизненный пример, живой, красивый, яркий, глубокий жизненный пример. Пример вот как раз жертвенности, любви в отношениях. Это и на войне, это и в семье, это и в воспитании детей. Это пропитывает нашу жизнь. То есть главный тезис, можно сказать так, цинично избалованные эгоисты никогда рожать детей не будут. Потому что ребенок объективно снижает уровень потребления. Ребенок заставляет выходить из зоны комфорта, ребенок требует внимания. И даже если у тебя деньги есть, ты няню можешь нанять, то ответственность с тебя никто не снимет. И участие в воспитании ребенка придется принимать. И меньше времени ты будешь себе уделять в любом случае. Ну, как правило, у людей с финансами тоже не все, как говорится, на 100% закрыто. Поэтому без любви дети не рождаются. А как вот, хорошо, с детьми, если понятно, и можно на примерах привести, но вот когда вы встречаетесь со взрослой аудиторией, у которой уже свой опыт есть, все уже устоялось, как достучаться до них? Ну, поделюсь некоторым секретом. Со взрослыми начинаешь говорить о проблемах детей. И делаешь вид, что взрослых эти проблемы не касаются. Но взрослые начинают понимать, что начинать нужно с себя. Ты же не можешь воспитывать взрослых, поэтому вроде как давайте вместе воспитывать детей. Но в конце концов приходит понимание, что воспитательный процесс нужно с себя начинать. Но ведь сейчас столько коучей, столько тренеров, столько наставников. Одного из них вы уже сегодня упомянули. Но сейчас же наоборот, такое время, работы над собой не хочу. Социальные сети просто пестрят. Ну, к сожалению, очень много действительно наносного, много хайпа. Как я говорю детям, вот есть наука, есть фундаментальная наука, и взрослым тоже. А есть блогеры в ТикТоке. Вот есть, так скажем, медицина, а есть попса от медицины. И я цитирую, например, Олега Ивановича Полихина, Петерима Сорокина, Рихарда фон Крафтебинга, это основатель сексологии как науки. Это не то, что сегодня называется сексологией, к сожалению. Вот, все перевернуто с ног на голову. Мы цитируем Джеймса Фрезера, то есть мы берем такую серьезную науку, для них это, они первый раз об этом слышат, но они начинают понимать, что это серьезно. Вот, и это не то, что там Малышева по Первому каналу рассказывает, это очень часто противоположные вещи. Потому что фундаментальная наука может быть неудобна, неинтересна, она противоречит чьим-то интересам, она невыгодна. Но и ее поэтому просто не лоббируют иногда. И она остается где-то в кабинетах. И также и традиционная культура, у нее нет противоречия с наукой. Потому что наука это метод познания, а традиционная культура это когда опыт тысячелетий воплощается в некие правила жизни. То есть в ходе социальной эволюции человечества на опыте люди вырабатывают определенные правила отношений между людьми. Вот это традиционная культура. Это не только песни и пляски, не только национальная кухня, это правила жизни, как относиться человеку к человеку. Константин Александрович, и, знаете, вот у нас традиционная семья, мы проповедуем традиционные ценности, наш ребенок вроде бы тоже, да. Но вот согласитесь, что ребенок выходит в мир, ты не можешь его опекать. Как сделать так, чтобы он не потерялся, чтобы сохранил эти ценности в себе? Нужен иммунитет, то есть вот как вот человек выходит в общество, где много вирусов, да. Вот если у него слабый иммунитет, то хоть его в пакет его заверни, да, он все равно заболеет, задохнется в этом пакете, да. А если у него будет сформирован иммунитет,
Вот тогда он уже будет побеждать все эти вирусы, отторгать их, они к нему не прилипнут. Но опять же, позвучит пафосно и банально, но главное это вот эта родительская любовь. Но любовь это не потакание страстям ребенка, это не удовлетворение его капризов. Когда ребенок видит, что родители, да, они и строгость проявляют, но это строгость обратная сторона любви. И когда он помнит и чувствует и знает, иногда это на подсознательном уровне, родительскую любовь, то установки, данные родителями, будут для него ориентиром. Если было именно безразличие, если родители дают ребенку планшет, когда он на горшке сидит, чтобы он не отвлекал, а потом удивляются, что в 13 лет ребенок на них не обращает внимания, это просто ответка пришла. То есть в 5-6 лет дети, они тянутся к родителям, а родители их иногда так отталкивают. А в 16 лет и даже в 13 лет, уже в 12 лет обратный процесс наступает. Вот надо в 3, 4, 5, 6 лет посвящать детям больше внимания, чтобы они в 15-16 не соскочили, не улетели в сторону куда-то. Как взрослым быть в этом ситуации? А как вот взрослым сохранить верность своим принципам? Согласитесь, вообще, иногда поступиться легко? Конечно, нет. Конечно, своим примером. Знаете, вот мы сейчас говорим на самом деле простые понятные вещи, но есть еще некоторые такие технологичные моменты. На самом деле очень сильное воздействие на ребенка оказывают средства массовой информации. И это прежде всего то, что транслируется через гаджеты, через смартфоны. И надо понимать, что родители вот при всей своей любви, при том, что они внимание уделяют, они все-таки не профессионалы в области медиатехнологий. А с той стороны вот этого черного квадрата там профессионалы находятся, которые знают, как влезть в психику ребенка. Самая опасная социальная сеть это ТикТок, она самая совершенная. Поэтому у меня везде есть аккаунты, кроме ТикТока. Я принципиально это не делаю. Вот я рекомендую всем родителям послушать видео Даниэля Сачкова, это математик выдающийся. Называется он так: «Почему Стив Джобс не давал айфоны своим детям?» Человек, который их выдумал. Он не давал своим детям до совершеннолетия айфоны. Потому что у ребенка не выработано критическое мышление. А там работают профессионалы с его психикой. Поэтому совет родителям, любовь, внимание, мы это все понимаем. Но, честно говоря, это все мимо ушей может пройти. Вот любовь проявляется в том, что ты как можно позже даешь ребенку этот инструмент, выход в иной портал. И грязные лапы манипуляторов, они не дотянутся до психики вашего ребенка. Чем позже вы дадите смартфон ребенку, как Стив Джобс, тем послушнее, трудолюбивее, адекватнее, физически развитее и интеллектуальнее он будет. Пожалуй, вот это вот главный вывод сегодняшнего нашего интервью. Вот практический вывод, так скажем. Да, и это вот один из главных, который, я думаю, что можно и нужно применить в действии. Мы просто не решаемся. Потом забрать, ко мне просто подходят родители, которые плачут просто. В 13 лет они ничего не могут сделать. Ребенок абсолютно неуправляем. И забрать уже в 13 лет сложно. И остается что-то, это как с наркоманом работать. То есть это кибераддикция, это зависимость. Там такая же ломка, если там попытка забрать идет. Вот поэтому лучше, как можно позже, так сказать, все-таки, когда критическое мышление, хотя бы там до 5-6 класса не давать. То есть в 5-6 классе вот наступает какой-то, все-таки там, психологи знают, кто изучает возрастную психологию, психика ребенка меняется в 5-6 класс. Вот, и какие-то элементарные вещи из области критического мышления возникают. Вот. А до этого, телефон это вот кнопочный телефон. А это компьютер с выходом в интернет. Вот, там профессионалы ребята. Слышали, что сказал Ной Юваль Харари? Люди это взламываемые животные. Humans now are hackable animals. Слышали, да? Взламываемые животные. Вот я ребятам объясняю, вас хотят хакнуть. Ваш мозг хотят, вашу психику хотят хакнуть. Профессионалы. Взламываемые животные. Как? Пока у нас микрочипы в голове не внедрены. Вот через это, через гаджеты. Константин Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали. Вот, казалось бы, знаете, очевидные вещи, но иногда их нужно услышать, и именно, пожалуй, иногда и в таком формате тоже. Да. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами. Спасибо.